Он был создан в июле 1937 года и стал результатом реорганизации техникума физической культуры БССР. За 4 года институт успел подготовить более сотни специалистов по физкультуре и спорту. А потом началась война. Многие преподаватели и студенты отправились на фронт. Те, кому удалось вернуться, и восстанавливали институт, который уже в октябре 1944-го возобновил работу, а в наши дни успел стать университетом. Выпускники и студенты вуза 153 раза поднимались на олимпийский пьедестал. Но если мы возьмем последнюю олимпиаду, зимнюю олимпиаду, это Антон Кушнир. Почти 5000 студентов, из них 450 члены национальных команд. Еще 650 – ближайший резерв. Кушнир, Азаренко, братья Богдановичи. Список звездных выпускников Белорусского государственного университета физической культуры очень длинный. Также вуз готовит менеджеров, управленцев. Сразу 5 министров спорта и туризма в разное время закончили университет. Эта база нас полностью удовлетворяет. Почему? Потому что даже вот сейчас разговаривала с Павлом Санковичем. Он меня спросил, говорит, так здесь что, все для нас? Я говорю, да, здесь все для вас. Еще 6 лет назад здание бассейна существовало лишь на бумаге. На занятия по плаванию студенты вынуждены были ездить на автобусе. 50-метровый бассейн на 10 дорожек. Плюс еще 2 бассейна для прыжков в воду и обучения плаванию. Медико-восстановительный комплекс, включающий контрастные ванны и спа-капсулы. Все это заработало в ноябре прошлого года. Теперь студентам не нужно никуда ехать, а у сборной Беларуси по плаванию появилась новая суперсовременная база. Мне нравится комплекс, хороший бассейн, в принципе, достаточно хорошая, тепленькая водичка, хорошо для тренировок. В принципе, удобно, что и зал рядышком. Сейчас работаем над тем, чтобы оборудовать этот бассейн аппаратурой для подводной и надводной видеосъемки техники пловца. Еще одна гордость университета – легкоатлетический манеж. Он работает уже 2-й год. Беговые дорожки, в том числе с барьерами, секторы для прыжков в высоту и длину, толкания ядра и другие. Белорусский государственный университет физической культуры располагает залами для футбола, баскетбола, гандбола, бокса, гимнастики, тяжелой атлетики, залом тенниса и стрелковым тиром на 50 метров. Тренажерных залов здесь сразу несколько. Меня поразили настолько условия закрытого манежа, тренажерных залов, плавательного бассейна. Я была в полном восторге. Я даже не видела таких, наверное, сооружений, где я была во Франции и в Америке. Учебный процесс не останавливается. Конечно, это не только спорт. Классические аудиторные занятия занимают немалую часть жизни студентов. Некоторые из них в итоге доходят до аспирантуры и докторантуры. Для того, чтобы подготовить высокопрофессионального специалиста, востребованного на рынке труда, необходимо его готовить в современных условиях реалий будущей его профессиональной деятельности. Поэтому наш комплекс, он отвечает европейским, и я бы сказал, даже по многим позициям он имеет уровень международный. В этом месяце принято решение о создании на базе Белорусского государственного университета физической культуры детско-юношеской спортивной школы. Здоровье нации важно. А еще значимы олимпийские медали. В августе следующего года на играх в Рио студенты и выпускники главного спортивного вуза страны поднимутся на пьедестал. Это точно. Вопрос только один. Сколько их будет?